Камрадском госуниверситете собрались бывшие коллеги Николая Харлампиевича Туфар, доктора исторических наук, писателя, поэта и человека, который внес большой вклад в развитие научной деятельности преподавательского состава университета. С 80-летним юбилеем поздравляли своего научного наставника, доктора наук ГГУ, ученые из научного центра Гагаузии и отдела гагаузоведения Академии наук Молдовы. Это человек необыкновенной души, ученый, педагог и, конечно же, в первую очередь, просто как человек. Это неиссякаемый тот талант, энергии, который у него заложен, тот потенциал, который у него был. И на сегодняшний день продолжается, конечно же, не только в рамках Камрадского университета, но и вообще. Очень мало сегодня говорится о том, какой вклад он внес в развитие именно Камрадского государственного университета. Будучи проректором, я не знаю, первым ли проректором у нас в Камрадском университете, но мы знаем, что он очень много заложил именно тот фундамент развития гагаузского языка в рамках Камрадского университета и подготовил очень хорошее поколение ученых гагаузоведов в Камрадском университете, и не только, наверное, потому что благодаря Николаю Харлампиевичу можно сказать, что именно мое поступление и защита докторской диссертации – это тоже его инициатива, это его консультации, это его стремление, это его поддержка. Я хочу сказать, что Николаю Харлампиевичу Туфару сегодня 80 лет, и этот возраст достоин уважения, большого уважения. Талантливый преподаватель, невероятно трудолюбивый человек, который обладал энциклопедическими знаниями по истории, он передавал свои знания нашим студентам. Из них это Николай Харлампиевич Туфар, с человеком, с которым я познакомился с 1998 года. И хочу вам сказать, что чем он мне понравился, тем, что он был очень степенный, очень выдержанный, и человек, который на самом деле открыл нам окно в науку, где на самом деле нам советовал. На тот момент мы не имели ученую степень, ученое звание, где он настоятельно просил поступать в докторантуру, в аспирантуру и получать ученую степень и ученое звание. На тот момент, конечно, все это было новое, иногда и не было большого желания, но его вот такая доброжелательность, настойчивая доброжелательность именно вселяла определенную уверенность в себе и вселяла определенную надежды на то, что необходимо и молодежи осваивать, скажем, научное поприще, которое является основным достоянием сотрудников, которые должны работать в университетах. Я хочу сказать, что на самом деле гагаузскому народу повезло, имея таких ученых. Ben biliyorum hani Nikolay Harlampiç Gagavuz diline hizmet etmeye savaştı. Sergey Alexeyevich doğru söylediniz. Komrat'taki olaylar için 1966 yılda o Gagavuzca'da çevirdi kendi işini Gagavuz diline. Ne için? Sadece onun için hani bizim Gagavuzlar, gençler okuyup da görsünler. Hani yanlış söylenilir, açan diyorlar hani Gagavuz dilinde laf etmiyor. Ne istersidin, hangi fikirleri istersidin açıklama. Nikolay Harlampiç her zaman savaşardı söylemeye hani bizim dilimiz o kadar zengin, ne kadar biz içimizden zenginiz. Ne kadar zengin olmayı isteriz. Bilirim onu 20 yıldan ziyade. Onun o yaşamasında her zaman savaşardı. Pek bağırmadığının, sesini kaldırmadığının kendi işini yapma. Sanırım hani böyle insan aramızda az. Ama ben Gagavuzların arasında o adamların angıları hani bilgi uğrunda büyük adamlar sayılırlar bugüne kadar bizim içimizde. Böyle iki insanı tanardım. Biri Deniz Nikolaevich Tanasoglu, ikincisi Nikolay Harlampiç Tufar. İkisinden de hep laf ettim, bildim insanları. İkisinden de örnek alırım kendime hani Gagavuzlarda delikat olma, inteligent olma, rahat olma, iyi yürekli olma. Bu bizim kanımızda var. Ben sanırım hani bu en önemli iş hangisini hani Nikolay Harlampiç kendi uşaklarına da verdi. Nikolay Harlampiç büyüğünde hiç çıkmadığından kendi evinden ama hiçbir de minuda bilirim hani ne fikrinden ne zamanından ayrılmıyor Gagavuz dilinden, Gagavuz belgesine hizmet etmekten. Хочу сказать о том, что если зародилась гагаузская автономия, то это благодаря историкам и художникам.
Я экономист, пусть простят мне все, но именно историки больше всего сделали и художники. Первая встреча Николая Харлампиевича – это Академия наук. То есть два таких места, где мы собирались. Это художники, второй этаж, вместе, там, где Савастин собирал художников, и второе – Академия наук. Там Мариневич Марья Васильевна, там Курогла Степан Степанович, там Николай Харлампиевич Туфар. Именно там, собственно, и начинал. Ben Türkmen'den önce Nikolay Harlampievich herkesin tartışarlar Nikolay Ignatievich Boboglan, Kuroglu'dan, Tanasoglu'dan. Da nice Nikolay Harlampievich hep koruyardı Vulkanej diyalektini. Da bu salklı cenkçiler kiyat açan çıktı, lazımdı çıksın. Ona çok yolunu açmazlar onun tipara. Çünkü o yazmış Vulkanej diyalektini. Da sonra o ne yaptı nicel ama onu tiparladı, şükran tiparladı. Sonra da biraz ben 1989 yılda başladım çalışma Moldova Bilimler Akademiya'nın Gagavuz bölümünde. Orada 18 yıl çalıştım. Nikolay Harlampievich de daha sonra oraya geldi. 1991 yılda. Ne? 1989'da o da gelmiş. Demek 1989-1991 yıllarda 3 yıl biz bile onunla çalışmış bir bölümde. Ama dedim ya ben 18 yıl orada çalıştım. Da Gagavuz bölümünde de çalışırken hep bir bu biz diyeceğiz tamam başlardık o araştırma yollarını bilim uğrunda. Ama o artık o yoldan çok geçtiydi, bilerdi. Конечно, и очень правильно мы сегодня отмечаем юбилей Николая Харлампиевича. Я очень хотел бы здесь еще раз вместе с вами произнести те слова благодарности за то, что он был, за то, что он есть, за то, что он будет. Он по-своему двигает нашу науку, наши знания, нашу историю в народ. Я хочу пожелать ему крепкого здоровья. Людмила Николаевна передаст это. Значит, крепкого здоровья. Я еще раз повторяю, он сейчас в таком состоянии, полном здравии ума, он еще много может пользы принести нашей Гагаузии и нашему народу. То есть его патриотизм меня поражал, потому что я сам, вне зависимости от наших ученых, тоже вырос патриотом, находясь здесь. А он вырос в ученом мире. Вероятно, тоже с детства это тянется, но в ученом мире он стал ученым патриотом. А мы были такие простые, рядовые патриоты. И когда мы с ним встречались частенько, меня просто удивляло, поражало, как наши взгляды были идентичны. Ну, человек уже доктор, но на тот момент кандидат наук. Для нас это уровень очень высокий. Я говорю, что этот человек всегда учил, потому что, ну как, я, например, журналист по образованию, инженер, механик, но я не ученый, но он ученый. Он такие слова говорил, что действительно, которые его остаются у меня, осталось, дай Бог ему здоровья, чтобы долгих лет жизни, но его слова все-таки осталось и мне. Это все, что хорошее есть, это все в этом человеке. И действительно возраст не говорит о том, что он уже старый или он очень молод. Говорит о возрасте то, что он оставляет здесь. И он очень многое оставляет. Я Николая Харлампиевича так много не знаю, но я с Людмилой Николаевной больше встречалась, и мы работали вместе. И от нее слышала очень много доброго, хорошего об этом человеке. Большое спасибо вам за те слова прекрасные, которые были сказаны в его адрес, за Светлану Яковлевну, за организацию этого мероприятия, Петру Михайловичу за вот этот подарок. Директор научного центра Гагаузии Петр Пашалы передал близким Николая Туфар подарок, только вышедшую из типографии брошюру «Очерки истории гагаузов». Собственно говоря, он сам себе сделал подарок, мы просто его должным образом оформили. И получилась такая книжечка «Очерки истории гагаузов». Гагаузларын историясы Динемеляр Николая Харлампича Туфара, ученого, нашего коллегу, который сделал всю свою жизнь, занимался исследованиями, который оставил, значит,
имеет очень много трудов, которыми мы сегодня имеем возможность пользоваться, обучать студентов, воспитывать молодежь, самим учиться на примере тех людей, о жизни которых он писал и пишет на сегодняшний день. Наши сотрудники решили сделать такой небольшой подарок Николаю Харлампичу. Ну, во-первых, давайте я вручу сначала супруге его цветы. Вам, как спутнице жизни. Пожелания добра, здоровья. Николай Туфар родился и вырос в Вулканештах. Свой родной вулканежский диалект он бережно хранил и всегда говорил о том, что он самый богатый, и потому, когда рассматривался вопрос об утверждении норм гагаузского языка, предлагал основываться на вулканежском диалекте. Gagavuzlar çok yüzyıllar, binlerce yıllar yaşamışlar. Siyahda yaşamışlar, hayırsız da. Şimdi bitki yüzyıllıklarda hayırsız yaşadılar. Bak onlarda yok devlet. Gagavuzların gelmeleri ta Toharlardan 3000 yıl ileri Hristiyan doğmasına var. O kadar 5000 yıl geri Toharlar burada varmış, Toharların devleti. Onlar burada yeni kahve narotmuş. Olalım biz de o soy ne türlü bizim en eski dedelerimiz Toharlar. En başka dedelerimiz. Var neyle büyüme, gurur olma. Gagavuzlar işçi insan. İşçi insan hem sever kağıt, öğrenme kağıt, yazma, yaşama, zakoncasına yaşama ne türlü lazım, ne türlü neslinin devleti zakonlarına göre. За годы жизни Николай Харлампиевич действовал как настоящий патриот. Любил родной язык и писал на нем. Подготовил научные кадры. Написал историю Камрадского восстания 1906 года на гагаузском языке. Выпустил сборник стихов и прозы. А еще, самое главное, он воспитал 2 сыновей и воспитывает дочь. К науке приобщил и своего младшего сына Николая, который защитил докторскую диссертацию в Турции по филологии. Я очень рад, что здесь такой ажиотаж, такой интерес проявляется к моему отцу. Он очень много работал в области истории гагаузов, в области языка гагаузов. Делал все в своих силах для того, чтобы донести историю и культуру гагаузов до народов раньше Советского Союза, а сейчас в Молдове. И ему очень приятно то, что вот гагаузы отвечают ему взаимностью и так чтят его день рождения. Он много работал, много книг написал, много трудов сделал. Сейчас ему 80 лет, уже не так много может работать, но каждый день он об этом говорит, каждый день начинается с разговоров о гагаузах. Сколько может он пишет, сколько может он читает, работает над книгами. И я желаю ему многих лет здоровья, удачи, счастья, так, чтобы его работы продолжались, и чтобы гагаузский народ был таким народом, как он мечтает и для чего он работает, трудится. В свой юбилейный день рождения Николай Харлампиевич не смог быть рядом со своими коллегами. Коллеги поздравили юбиляра дома.